На календаре октябрь – самый пик распространения вирусных инфекций. Но жители не унывают. Оптимизму опрошенных можно только позавидовать. Маски большинство хоть и не носят, но признаются, меры профилактики соблюдают. Перчатка лили, маск лили. Был карьяхар хаду, что хамдак, КПК хамдац. Цагар барыш хозмугуш ба хамдац цагар. Саптихи сагхан махцмуш. Саптиха килгижду саплилду. Что хамдак. Цагар лору. Вирус медике вирус. Коронавирус لا ساداتس يلاس لا رخوات موزي لمونيو سامر سابو ماسك ليله هاد ماسك ده ماشينز اسطول بشات كاجي لقاس. Болеть никто не собирается, но волна новых случаев заражения прокатилась по всем регионам страны. Исключением не стала и Ингушетия. COVID-19 продолжает оставаться напряженным не только у нас, но и на всей территории Российской Федерации. Сегодня нельзя выделить субъект, скажем, из территории России, где ситуация была бы более или менее стабильной. Везде отмечается рост, практически во всех субъектах. В наших стационарах находится 360 пациентов, из которых 40% это лица старше 65 лет. И это несмотря на то, что наша республика, по словам экспертов, в четверке самых стабильных регионов с точки зрения распространения COVID-19. Самое сложное, сейчас говорят врачи, болеют как взрослые, так и дети. Мы говорили о том, что детки не болеют, а являются просто бессимптомными носителями, то мы уже неоднократно убедились в том, что, к сожалению, это тоже была всего лишь гипотеза, предположение, которое тоже не подтвердилось. Дети тоже болеют. У нас находится 20 детей, с которыми мы разбираемся, проводим диагностику, что это ОРВИ, грипп, ковид, потому что, к сожалению, не часто бывает, их клиника немножко стертая. Поэтому нам необходимо какое-то время для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Чтобы замедлить эпидпроцесс, необходимо соблюдать ограничительные меры. Пренебрегать этим не стоит даже тем, кто успел переболеть во время первой волны. Хоть и подтвержденных случаев повторного заражения – единицы. Мы защищаем людей, к которым мы относимся уважительно. Это социальная дистанция, это ношение масок. Почему-то, опять-таки, к ношению масок у нас все относятся скептически, что она не защищает. Да, эта маска не защищает, если я одна нахожусь в обществе. Но если мы все оденем эту маску, я вас уверяю, что риск распространения инфекции для окружающих значительно снижается. И это уже было неоднократно доказано. А меры профилактики, они остаются, как и прежде. Их никто не отменял. Это социальная дистанция. Мы о ней говорим постоянно, но почему-то сами постоянно забываем ее соблюдать. Я обращаюсь к нашим землякам, давайте все-таки сохраним нашу нацию, давайте немножко, мы ведь понимаем сегодня, что это мера профилактики. Впрочем, бороться с пандемией с помощью ограничительных мер уже начали. С этого дня Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим. Носить их теперь нужно во всех местах массового скопления людей, будь то торговые центры или небольшие магазины, а также в общественном транспорте и такси. Тамара Шагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.